Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о главном. Их объединила единая вера и праздник. Ураза Байрам, Курбан Байрам и все исламские праздники мы стараемся проводить с семьей, с детьми. Мусульмане всего мира отмечают Курбан Байрам. В коллективном намазе принял участие Ради Хабиров. Я мусульманскую уму поблагодарил. Безусловно, они оказывают поддержку и специальной военной операции. Новая коммунальная арифметика. Дополнительный прирост его платы составит порядка 600 рублей. С 1 июля в стране повышается стоимость услуг ЖКХ. Будут ли льготные тарифы и кто может рассчитывать на скидки? Наиболее популярная мера соцподдержка – это компенсация расходов граждан на оплату коммунальных услуг. Южные ворота, центр борьбы и фехтования, новые липовые аллеи. Уфа готовится к большому юбилею. Мы выбрали 6 центральных улиц города, которые служат маршрутом для туристов, для гостей нашего города. Как будем отмечать 450-летие столицы? В борьбе со зноем все средства хороши. Продавцы холодом переписывают ценники и записывают в очередь. Надолго ли к нам жаркое лето? Сегодня один из главных праздников ислама отмечают мусульмане всего мира. Курбан Байрам знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества в Мекку. Верующих республики со священным праздником поздравил Ради Хабиров. Глава Башкортостана принял участие в коллективном намазе в мечети Салаватского района. Ради Хабиров поблагодарил духовных лидеров за вклад в укрепление межконфессионального и межнационального согласия и выразил слова благодарности верующим республике за поддержку военнослужащих из Башкортостана, которые находятся в зоне специальной военной операции. Я мусульманскую уму поблагодарил, что она сплотилась, хотя ее постоянно раздергивает, какие-то силы из нее и так далее. Абсолютно сплотились и безусловно, они оказывают поддержку и специальной военной операции, поддержку тому курсу, который мы ведем, поддержку нашим преобразованиям, которые мы делаем. Потому что без этого невозможно, конечно. А так всех сегодня, конечно, я поздравляю с праздником. Светлый, хороший праздник, очень гуманистичный, очень милосердный. Мудрый очень. Действительно, чтобы быть ближе к Богу, с точки зрения одной религии, трактовки, другое понимание, Бога не надо какой-то жертву давать. Надо просто быть добродетельным человеком, делать хорошие дела, самые заповеди соблюдать, которые они едины, в общем-то, да, не убей, не укради и так далее. Курбан Байрам Ради Хабиров призвал уделить особое внимание семьям участников специальной операции, вспомнить ребят, которые погибли за нашу Родину. Руководитель региона выразил искреннее соболезнования родителям, женам и детям погибших военнослужащих и передал им ордена генерала Шаймуратова, которыми воины награждены посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач. Ради Хабиров поручил администрации района увековечить их память, а близких бойцов окружить заботой и вниманием. Богослужения по случаю Курбан Байрам прошли сегодня во всех мечетях республики. Людей разных национальностей объединила единая вера. С подробностями Динара Таймасханова. Праздничный намаз в 9 утра. Но верующие собираются задолго до его начала, чтобы занять места. Прихожан в этот день особенно много. Лидер мусульман России Талгат Таджудин по традиции из мечети Ля-Ля Тюльпан произнес проповедь для верующих всей страны. Трансляция велась на Первом канале. Не протолкнуться и в первой соборной мечети столицы. Прихожане, не поместившиеся в главном зале, занимают места прямо в коридоре или на улице. Праздничная молитва отличается от ежедневной. Читается она 2 раза в год во время Уразы и Курбан Байрама. У мечети можно встретить не только жителей Башкортостана. Вера имеет объединяющую силу. Курбан Байрам – это у нас в исламе имеет основном значение. Я всех вас поздравляю. С детства знаю
празднуем с дедом, бабушками. И сейчас пытаюсь передать своим детям, своим внукам. Курбан объединяет все народы. У нас мечеть многонациональная. Прихожан очень много. И не только башкиры, татары, русские, но со всего земного шара. Это индусы, узбеки, таджики, арабы, Иран, с Ирана ребят очень много. По преданию, Ибрахим должен был принести в жертву Всевышнему своего сына, несмотря на то, что это был трудный поступок. Пророк решил доказать таким образом свою преданность Богу. Человеческую жизнь спас сам Аллах, заменив в этом обряде мальчика на ягненка. В память об этой милости в Курбан-Байрам и совершается религиозный обряд заклания животных. Уже несколько лет забой животных проходит не возле мечети, а централизованно на специально оборудованных площадках. Таких по республике 60. Самые крупные находятся в Уфе, возле поселка Зинина, а также возле Северного автовокзала. Для того, чтобы на стол верующих попало только безопасное мясо, на площадке работают ветеринары. То, что забой проходит в одном месте, позволяет отследить, из каких районов везут животных и узнать, насколько там благополучна эпидобстановка. При забое наши ветеринарно-санитарные эксперты, они осматривают продукты забоя и соответственно, выявляют, если есть какие-то заболевания, они готовы выявить там паразитарные и так далее, чтобы не допустить эту продукцию в обращение. Курбан-Байрам – праздник прежде всего семейный, и для молдобековых, которые чтят каноны шариата, один из главных. Молодые люди символично познакомились в мечети, а никах прочитали в священный месяц Рамадан. Знают уже суры и маленькая Латифа. Девочку родители вводят в мусульманский центр. Через праздники Азат и Азалия прививают детям любовь к религии. Наши родители накрывают стол, режем курбан, готовим, то есть и все вместе собираемся за этим столом. То есть Ураза Байрам, Курбан Байрам и все исламские праздники мы стараемся проводить с семьей и с детьми. То есть делаем на это большой акцент, чтобы наши дети уже с раннего возраста понимали именно исламские праздники, мусульманские. То есть делаем на это большой упор. В этом году Курбан-Байрам продлится 3 дня. Это время надо посвятить общению с близкими. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Курбан-Байрам – праздник милосердия, объединяющий людей в желании творить добрые дела. Динара Таймасханова, Артур Хуснудинов, Ильдар Давлетов. Итоги недели. С 1 июля в Башкортостане, как и по всей стране, произойдет изменение тарифов на коммунальные услуги. Речь идет об отоплении, вывозе ТКО, водоснабжении и водоотведении, а также электроэнергии. Последний раз тарифы поднимались в 2022. Для многих жителей республики действуют льготы на оплату коммунальных услуг. Кто вправе на них рассчитывать и как получить хорошую скидку, расскажем далее. Трактор разравнивает участок, где будет пешеходная дорожка. Во дворе домов по улице Чернышевского в Чешмах кипит работа по программе «Башкирские дворики». Здесь появится детская спортивная площадка с турниковой зоной, шире станет парковка и будет новое освещение. Параллельно идут работы по замене участка тепловой сети длиной почти 200 метров, чтобы потом благоустроенную территорию не пришлось заново раскапывать для ремонта труб. Данные дома, дворы которых подлежат благоустройству, инженерные сети были сданы вместе с домами, то есть это более 30 лет этим данным сетям. Они нуждаются в ремонте, обветшали, зачастую бывают утечки как по теплотрассе, так и по холодному и горячему водоснабжению. Поэтому для устранения которых необходимо будет проводить земляные работы. И здесь же в этих тоже домах мы планируем заменить на 2 домах кровли шиферные на профнастил. Заводим также проект по ремонту подъездов. Я думаю, сегодня-завтра проведем опрессовку магистрали. И если все благополучно будет, начнем котлованы заваливать песком для лучшей трамбовки и продолжим работу по установке бордюров и, соответственно, дальнейшее благоустройство. Такой комплексный подход благоустройства в прошлом году в Чешмах применили во дворе домов на Спортивном переулке. Обновили еще и подъезды, а ранее заменили кровлю. Двор оборудован камерами видеонаблюдения. Это дает возможность нашим жителям спокойнее выпускать своих детей во двор, на улицу. Качели просто крутые. Мы будем беречь этот двор
как будто это родной наш дом. Ремонт, строительство новых и замена изношенных участков сетей – отдельная статья расходов ресурсоснабжающих организаций. А рост цен на материалы, комплектующие и топливо также сказываются на увеличении трат в этой графе. Стоит отметить, что в 2023 и первой половине 2024 тарифы были неизменны. До этого они повышались ежегодно. В российском списке процентного прироста Башкортостан находится в середине. На предстоящее повышение тарифа в республике установлен максимально предельный индекс 13,6%, который нельзя превышать. В основе индексации лежит у нас прогноз социально-экономического развития. Вот, например, для города Уфы мы подсчитали со специалистами, и в среднем водоснабжение вырастет 1 кубический метр на 4 рубля 31 копейку, водоотведение на 4 рубля 74 копейки, твердые коммунальные отходы с человека на 8 рублей 9 копеек, и тепловая энергия за 1 гигакалорию прирост составит 278 рублей 94 копейки. И вот таким образом гражданин, проживающий в квартире 45 квадратных метров, дополнительный прирост его платы составит порядка 600 рублей. Это в отопительный сезон при условии, что он имеет полный набор коммунальных услуг. Единое повышение по региону только на 2 позиции. Газ станет дороже на 96 копеек за кубометр, электроэнергия на 35 копеек за киловатт в час. В разных муниципалитетах цены будут немного отличаться в зависимости от поставщика ресурсов. В частности, в Уфе, к примеру, стоимость водоснабжения и водоотведения поднимется более чем на 4 рубля за кубометр. Подорожает и горячее водоснабжение. Экономить на расходах можно, говорят сами жильцы. В первую очередь это разумное потребление ресурсов. Можно снизить теплопотери и в многоквартирном доме. Это обязательно замена старых деревянных окон на современные стеклопакеты. Вот в нашем доме, допустим, окна были заменены в программе капитального ремонта, и значительно сразу мы отметили то, что подъезды стали теплые. То есть это тоже существенно будет снижать потери по отоплению. Обязательно нужно работать с должниками. То есть в каждом доме нужно минимизировать количество людей, которые не оплачивают вовремя коммунальные услуги. Если таких людей будет мало или еще лучше совсем не будет, соответственно, нам не придется на всех делить те суммы, которые ими не оплачиваются. Для многих жителей предусмотрены меры соцподдержки по компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Многодетные семьи вправе рассчитывать на возмещение в 30% за потребление воды, света и газа. А там, где 4 и более детей, компенсация идет по всем расходам на жилищно-коммунальные услуги. На подобные льготы могут рассчитывать ветераны боевых действий и их семьи, инвалиды, ветераны войны и труда. Право на предоставление ЕДК имеют жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, чернобыльцы, их вдовы и пострадавшие от радиации люди на Семипалатинском полигоне и работники сельских школ. Вот важно отметить, что коммунальные услуги компенсируются не более нормативов их потребления. 50% от взносов за капремонт компенсируют пенсионерам-собственникам помещений от 70 до 79 лет, а для тех, кто старше, и вовсе 100%. А еще помощь государства можно получить, если на расходы по коммуналке уходит значительная часть семейного бюджета. Эта мера защищает граждан с невысоким доходом. Заявление можно подать через многофункциональные центры, портал госуслуги и в отделе соцзащиты. Нужен паспорт и документ, подтверждающий право на льготу. Также справка о составе семьи и квитанции для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Роза Хабибулина, Эмиль Басареев, Фидан Мунасипов и Булат Садреев. Итоги недели. В Уфе на этой неделе вскрыли капсулу времени. Послание потомкам было заложено полвека назад, в год празднования 400-летия башкирской столицы. Новую же юбилейную дату Уфы было решено отметить в последний день летом, поэтому приготовление к большому празднику еще в самом разгаре. Строятся мосты и дороги, спортивные объекты, появляются новые пространства для отдыха. Как наряжается столица в материале Эмиля Басареева. Вам выпала честь достать капсулу из ниши
Ура! Капсула, пролежавшая полвека под чугунной плитой, снова увидела свет. Послание молодежи, запечатанное в 1974 году, теперь всеобщее достояние уфимцев. В нем авторы выражали уверенность, что потомкам по плечу самые масштабные, самые грандиозные дела. В церемонии участие приняли глава республики Ради Хабиров, руководство города и те, кто заложил капсулу 50 лет назад. Уже Советский Союз распался. Я думал, также это капсулы времени, наверное, думаю, закопали уже. Тут столько ремонтных работ было. Но, однако, все это сохранили. И вот я очень рад, что я опять присутствую при изъятии этой капсулы. Элементы барьерного ограждения выгружают из кузова. В скором времени рабочие приступят к их установке. На объекте Южные ворота Уфы сейчас идут работы по устройству полотна дороги, завершают переустройство коммуникаций. К слову, тут появится и новый путепровод и развязка на пересечении улиц Пугачева и генерала Рыленко. Мостовое сооружение готово на 85%. Из 4 объектов мы завершили этот процесс выкупа. Остался у нас только объект Пугачев, второй этап. Здесь по нескольким объектам недвижимым мы до сих пор еще находимся в судах. Связано с передачей объекта и с выкупом объектов недвижимости. Все контракты они будут продлены. И в планах Пугачева первый и второй этап до конца года запустить движение. Транспортная развязка и улица Рыленко до конца августа. Осенью распахнет свои двери центр фехтования имени Рамиля Аюпова. Внутри универсальный зал с дорожками и трибуной на 370 мест. Тренажерный зал, медблок, бассейн. Так что центр сможет принимать соревнования международного уровня. Сейчас параллельно идет благоустройство на территории, монтаж витражей и фасада, внутренней работы. В декабре здесь должны пройти первые турниры. Здесь в основном будут проводиться соревнования по фехтованию, но также зал будет приспособлен для игры в волейбол, футбол. Соседний зал тоже таких же размеров. Он специализированный на 16 дорожек для фехтования. На втором этаже находится зал индивидуальных занятий. А вот дворец борьбы готов более чем на 80%. Внешняя форма – дань уважения родине этого вида спорта, Древней Греции. А внутри самое современное пространство. Здесь будет базироваться детско-юношеская спортшкола, гостиница для участников соревнований, фитнес-центр с 25-метровым бассейном. По плану первых спортсменов он примет в день 450-летия Уфы. 31 августа. Мы приступили вовсю уже к благоустройству территории, к наведению, так скажем, марафета. А все инженерные системы у нас в здании выполнены. В юбилей преображаются и места отдыха. На днях глава Башкортостана Ради Хабиров ознакомился с ходом реконструкции территории вокруг озера Теплое в Инорсе. Уже обустроена береговая линия, сейчас занимаются пешеходными зонами, велодорожками и созданием пляжной зоны. Сама концепция получила название «Теплый берег». Большую работу проделали, конечно, надо сказать. Все красиво. Еще, конечно, много работы, но все-таки за 2 года сделать такую работу, это вообще исключительно. Низкий вам поклон, такую красоту вы сделали. Немножко завершим, и вот мы обсуждали, что тогда еще Гастелло надо сделать. В Уфе открылся сквер Центральный на улице Революционной. Ранее здесь находились парковка и незаконные торговые прилавки. В новом зеленом уголке столицы высадили крупномерные деревья и добавили систему автополива. Появились дорожки, скамейки, освещение. К слову, привезли даже камни с Уральских гор. Люди, которые идут с работы на работу, идут со школы, в садики, занимаются обыденными делами, хоть на минуту, проходя по этому скверу, испытывали какое-то единение с природой, успокоение. Новый облик обретают целые улицы. Вместо асфальта тротуары выкладываются гранитным камнем, а вдоль них стоят новые арх-объекты – скамейки и десятки массивных вазонов с цветами. Уфу снова можно назвать городом лип. На гостевых улицах высадили несколько сотен крупномеров, заменив ими старые деревья. Мы выбрали 6 центральных улиц города, которые служат маршрутом для туристов, для гостей нашего города. У нас поэлементно каждая улица разбита на 20 элементов, начиная от тротуара, ремонта фасадов, ремонта остановок и заканчивая вплоть до единых требований к канализационным люкам. Эти работы намерены завершить до 31 августа. К слову, в юбилейный год Уфа получила неожиданный подарок. На крыше столичной высотки появился на свет птенец Сапсана. На днях орнитологи взвесили 3-месячного малыша, измерили длину крыльев, клюва, а после окольцевали, чтобы наблюдать. Ему решили дать имя Буляк, что в переводе с башкирского означает «подарок».
И в скором времени пернатый малыш расправит крылья и взлетит в небо, тем самым символизируя развитие Уфы. Эмиль Басареев. Итоги недели. На карте Башкортостана появилась еще одна новая туристическая точка. Ради Хабиров сегодня принял участие в торжественном открытии историко-культурного комплекса «Земля Салавата». Его создали на месте бывшей деревни Тикеево, малой родины национального героя республики и народного поэта. Места, где прошло детство и юность Салавата Юлаева, побывал и наш корреспондент. Репортаж Руслана Батыргареева. Не только творческие коллективы Салаватского района, но и артисты большой республиканской сцены. В театрализованном представлении «Салават Варистары» участие принимают более 700 человек. Задача не просто раскрыть образ народного героя, но и показать преемственность, передачу воинских традиций от прошлых поколений к нынешнему. Действительно, самое это кульминационное, самое зрелищное это мероприятие — театрализация, театрализованное представление «Салават Варистары». В этом представлении участвует более 700 участников, в том числе и профессиональные артисты. Национальный герой башкирского народа, сцен, поэт, импровизатор и один из лидеров крестьянской войны. Жизнь, борьба и подвиги Салавата стали символом мужества и любви к родине. На республиканский фольклорный праздник Салават-Еины, который проводится уже в 20-й раз, приехал и глава республики. Ради Хабиров поприветствовал участников торжества и поздравил всех с 270-й годовщины со дня рождения национального героя. Также руководитель региона вручил государственные награды. Салават Юлаев имеет особое значение для Башкортостана. Салават Юлаев – это душа, это достоинство, мужество, патриотизм народа. Именем Салавата Юлаева шли в атаку в 812 году, входили в Париж, побеждали в Великой Отечественной войне. А сегодня на специальной военной операции воюют два батальона. Салават Юлаев-1, Салават Юлаев-2. И все парни с гордостью носят имя прославленного нашего героя. Программа фольклорного праздника была очень насыщенной. Прошли республиканские конные скачки «Акбузат», межрегиональный фестиваль по национальным и этническим видам спорта, открытый турнир Башкортостана по борьбе куряш на приз Салавата Юлаева. Помимо этого состоялись финалы творческих конкурсов. В частности, определяли лучшую юрту и изготовителя сувенирной продукции. Мы в рамках года семьи 2024 сделали матрешку в башкирском стиле семьи с надписью «Янгантау». Вот. И потому что семья — это один из самых важных вообще. Что папа, да, папа, мама. Посмотрите, каждая разная. И начиная от маленького ребенка. Во второй половине дня на территории геопарка Янгантау состоялось по-настоящему знаковое для республики событие. На карте Башкортостана появилась еще одна новая туристическая точка. Ради Хабиров принял участие в торжественном открытии историко-мемориального комплекса «Салават-Ере», идейным вдохновителем создания которого был руководитель республики. Это то самое место, где родился и вырос народный герой. Именно здесь располагалась родная деревня Салавата Юлаева. Впервые деревня Тикеево упоминается на карте 1755 года, да? Потом упоминается Петром Симоновым Палацом, но когда было подавление восстания, да, в 1774 году, деревня была сожжена, как и 8 других деревень поблизости. Единственное, что нам осталось, это старая карта условная и легенды, которые говорят, что Салават родился там, где сливаются две реки. Деревня Тикеево, уничтоженная после восстания башкир в ходе крестьянской войны 1773-1775 годов, малая родина Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина. Для установления расположения селения санаторием и геопарком проводилась археологическая разведка с привлечением ведущих специалистов Уфы и Челябинска. Салават-Ере, что в переводе на русский «земля Салавата». Концепция исторического парка представляет собой интерпретацию произведения Мустая Карима «Салават. 7 сновидений сквозь явь». Территория комплекса поделена на тематические зоны.
Тоска по родине, детство, встреча с матерью, тернистый путь, беседа с народом, Салават и его отец Юлай и умиротворение. Каждая из этих локаций повествует о важных этапах жизни Салавата Юлаева. Историко-мемориальный парк Салават-Ерен на родине героя – это символ связи с прошлым и будущим. Общая площадь комплекса около 4,5 гектаров. Когда мы увидели эту территорию, очень красивую, природную, нам было важно не испортить, не перенасытить это пространство архитектуры, чтобы красота земли сохранялась, но при этом какие-то важные аспекты, важные вехи в жизни Салавата были продемонстрированы. Важно было не только показать Салавата воина, но и раскрыть его как поэта, певца родной земли, говорят авторы проекта. Вдоль всей тропы, которая отражает жизненный цикл героя, установлены стенды с его стихами. Его стихи до сих пор, значит, мы смотрим, зачитываемся, они очень глубокие, мудрые, хотя он совсем молодым их писал. Второе – это очень красивая природа. Мы вообще приглашаем сюда, здесь на северо-восток, в Салаватский район. Здесь есть сплавы рядом. Здесь очень красивая природа, здесь сосняк. Вот две реки, вообще здесь 3 реки. Вот представляете, наши предки выбирали место, где 3 реки вот так сочетаются и расходятся. Очень красивое место. Поэтому я думаю, что здесь каждый по душе себе что-то найдет. Но, подчеркиваю, мы сформировали, прежде исходя, что он и называется это место историко-мемориальный комплекс, потому что мемориал – это память Салавата Юлаева. Вот, и понятно, это я считаю, что мы первый шаг сделали. Здесь в целом входит в геопарк Янгантау, мы потихонечку им занимаемся. Вот как и Таратау. Сегодня же в Салаватском районе состоялось заседание попечительского совета по геопаркам под председательством Радия Хабирова. Участники совещания обсудили дальнейшее развитие территорий. Глава республики отметил важность проводимой работы. Она позволяет не просто защищать и сохранять территории, но и открывать для жителей и гостей региона новые туристические объекты. Руслан Таргареев, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов и Рустем Галямов. Итоги недели. Июньский зной заставил медведя залезть в речку. Это видео засняли очевидцы в Абдилиловском районе прямо на окраине деревни. На записи видно, что Косолапова совсем не смущает люди, которые находятся неподалеку. Обессиленное животное мирно сидит в воде, пережидая жару. Устал, видать, проголодался. Его надо хлебом с маслом угостить, прокомментировал увиденное автор ролика. А вот в уфимском вольере медведи прячутся от палящего солнца в личных бассейнах. Горожан жара вынуждает лезть в фонтаны. Ликуют разве что продавцы холодом, которые по традиции под воздействием высоких температур уже подняли цену на свои услуги. Но надолго ли поселилось в республике жаркое лето, расскажет моя коллега Камила Камильянова. Такой душ мишки принимают по несколько раз в день. В своей толстой шубе жару они переносят с трудом. Спасения нет даже в тени. Работники Уфимского парка лесоводов ежедневно обливают медведей из шланга, чтобы хоть как-то помочь им справиться с высокой температурой. Остальные животные жару переносят намного легче. Но освежиться в прохладной воде в такую погоду хочется всем. Практически в такую жару с утра до ночи вода течет. Тут ванны наполняются, там просто сверху где-то как дождиком поливается. Асфальт охлаждается просто на улице, чтобы прохладнее было. Легче переносится. У них линька началась буквально неделю назад. Они в этой шкуре спали в минус 30 градусный мороз. И вот только-только начали линять. Солнечные ванны в фонтане принимают на перегонки. Кто быстрее, не главное. Важно, что весело и не так жарко, как на суше. Дети купаются только под пристальным наблюдением родителей. Уфимцы делают выбор в пользу замороженных десертов. Если днем покупателей редкость, вечером и утром выстраиваются в очередь. Летом разные способы есть. Например, кто-то кушает мороженое, как и мы тоже. И потом еще выходим на водоем, например, выбираемся с семьей. Мороженым башкирским. Очень вкусное, сладкое. Утоляет жажду. Жара не испугала даже молодоженов. Отлично. Отличная погода. Все хорошо. Дождя нет, мы все-таки думали, что будет дождик. Конечно, планировали немножко другое, но сильно... Но мне все нравится.
Один из методов спасения от жары – кондиционеры. Но если вы еще не успели его приобрести, а только планируете покупку, то имейте в виду – цены повысились. В среднем стоимость климатизера составляет 35 тысяч рублей, а вот установку придется подождать. В связи с повышенным спросом на холод очередь расписана как минимум на 2 недели вперед. Нужно правильно размещать его в квартире, грамотно устанавливать и подбирать уже по параметрам. Если, допустим, это спальня, да, то рекомендуем ставить систему инверторного типа. Они вот как раз-таки более лояльно относятся к здоровью. К сожалению, жители нашего города не совсем любят, да, делать все заранее, но сейчас объем заявок большой, поэтому заявок много. Неблагоприятное воздействие чрезмерной жары влияет на все органы и системы организма. Поэтому при впервые появившихся болевых ощущениях в грудной клетке, нарушениях ритма сердца, нужно обращаться в экстренную службу, где определят дальнейшую тактику. У нас есть группа риска, те люди, которые наиболее подвержены к воздействию высоких температур. Это у нас пожилые люди, это у нас дети до 6-7 лет и люди с наличием хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистой системы, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, ну и другие группы, которые индивидуально не переносят солнце, так скажем. Согласно данным метеорологов, после периода африканской жары на предстоящей неделе регион ожидают проливные дожди и снижение температуры. Но несмотря на кратковременные изменения погодных условий, эксперты рекомендуют все же запасаться панамками и солнцезащитными кремами, избегать чрезмерных физических нагрузок, пить холодную воду и не искать место под солнцем, а уходить в тень. Камила Камильянова, Азат Ашбулатов. Итоги недели. За пост главы Башкортостана намерены побороться 5 кандидатов, и их фамилии стали известны на неделе. Первым документы в ЦИК республики подал Ради Хабиров, как и требует того закон, лично. Его выдвинула «Единая Россия». В Центр избирком уже подали документы также руководитель комитета башкирского парламента Владимир Нагорный. Он выдвинут от регионального отделения партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». И сегодня в региональный ЦИК с соответствующими документами явился депутат Госдумы Иван Сухарев. Его кандидатура была выбрана на партийной конференции ЛДПР. Коммунистов на выборах будет представлять депутат Горсовета Артур Шайнуров. Со своим кандидатом на партийной конференции определились и представители партии «Новые люди». Это предприниматель и юрист Ильшат Тимирьянов. Выборы руководителя региона пройдут в течение 3 дней, 6 по 8 сентября. Место притяжения туристов и предпринимателей Ради Хабиров накануне посетил исторический центр Белебея, где открылось новое общественное пространство «Старогородецкий квартал». Проект стал лучшим во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Его реализовали за последние 2 года. Вложения составили более 180 миллионов рублей, из них 80 – средства федерального гранта. Всего на территории квартала в пешей доступности расположено более 20 объектов культурного наследия. Среди них тюремный замок времен Екатерины Великой, торговые ряды, здания земской управы, Михаило-Архангельская церковь и многие другие. Здесь же находятся учреждения образования и здравоохранения. Были вообще первыми в России, сейчас где-то, наверное, в тройке по количеству выигранных грантов и вообще по количеству отремонтированных культурных центров городов и сел. Поэтому вот надо активно участвовать. Я всех глав к этому призываю. Ну и важно отметить, что республика вкладывает и свои средства, потому что не всегда, наверное, федеральные гранты хватает. Во-первых, их не хватает всегда. Там тройное финансирование. Республика, федеральный центр и внебюджет. То есть бизнес тоже должен вложиться. Еще одним победителем конкурса стал проект обновления парка «Поющие родники». Его разработал Институт развития городов Башкортостана. Название выбрано не случайно, поскольку Белебей известен как край поющих родников, где бьет более 100 целебных ключей. Благодаря своей обширной территории парк стал не только местом проведения традиционных сабантуев, но и излюбленным местом отдыха горожан. Набережную пруда дополнили деревянными пирсами и амфитеатром, обустроили песчаный пляж. На территории парка также действует многофункциональный коворкинг-центр, есть велодорожки, торговые киоски, различные арт-объекты. Ну а изюминкой парка стал поющий фонтан.
65 лет празднует человек, который беззаветно влюблен в дело и в свой район. Наш коллега Анас Валиулин, сотрудник информационного аналитического отдела администрации Иглинского района и по совместительству собственный корреспондент БСТ. Вот уже почти полжизни он автор кадров, которые видит вся республика. Анас Габдулович любит показывать других, а сам остается за кадром. И 65-летний юбилей нам показался отличным поводом это исправить. Вот посмотрите, вот здесь кассеты, вот здесь диски, да. Вот на этих кассетах День памяти погибших в железнодорожной катастрофе 2003 год. Вот День Победы 1996 год. Большинство ветеранов уже и нет на этом свете, но они живы на его пленке. И так со многим, что уже не повторится никогда, бережно хранится на старых лентах личного архива Анаса Валиулина. Я частенько смотрю, ну и у меня прям бывают такие моменты, что слезы наворачиваются. Я смотрю, я открываю, это же такая память. Когда-то местная газета назвала его видеолетописицей Иглинского района. И это звание заслужено. Свой архив он ведет с 92-го года, как только камера, тогда еще сотруднику отдела культуры, попала в руки. А в 96-м он стал плавно осваивать профессию тележурналиста. Тогда в районах стали появляться собственные корреспонденты. Я раньше вот привозил, снимал, привозил по 3 кассеты. Для того, чтобы сделать сюжет на минуту-полторы, 3-часовой, это надо было прокручивать, смотреть, понимаете. Я бывало, вот проходит мероприятие, я его утром, к примеру, до обеда снимаю, потом сажусь в электричку. В электричке пишу, доезжаю до телецентра. И уже к вечеру я 9:30 приходил домой, садился за телевизор и смотрел свой репортаж. Однажды его съемки в течение нескольких дней смотрела вся страна. 2011 год. Урман. Взрывы на складе боеприпасов. Анас Валиулин был первым среди журналистов, кто прибыл на место. Осколки разлетались, а он стоял и снимал, чтобы уже через несколько часов его кадры ушли в эфир федеральных каналов. X1 это, да? Да, вот он. Он как пудра, видишь? Были слышны взрывы, грохот такой сильный. Думал только о работе и знал, что необходимо мне это все заснять. И я ходил, выстраивал кадры, как-то смотрел, были даже взрывы. Кто в тот момент находился рядом, все почему-то бежали в укрытие, а я продолжал свою работу. Он и сейчас в свои 65 легок на подъем, готов и в огонь, и в воду. Главное, боевая подруга рядом. Ну что, дорогуша, пойдем работать? Конечно, сказала она. Таким его семенящего и обвешанного аппаратурой знает в районе едва ли не каждый. Со всеми героями своих сюжетов он знаком лично и готов и в 65 бегать с камерой. А потому что люблю Иглину. Я такой, с одной стороны, однолюб. Роман длиной в жизнь начался после техникума. Молодой специалист попал в районный дом культуры. Сам родился в уфимской Шакше, тогда еще поселке. Но родиной теперь чувствует Иглино. Полюбил в том числе из-за людей. Про каждого может выдать информационную справку. И что, не привезли у вас, да? Ну, везут потихоньку. А там что, оформляют? Да. Фотозона тоже будет, да? Да, конечно. Сергей Филиппович, мы с ним огонь, воду, медные трубы прошли в этой жизни. Он столько сделал, особенно в 89 году, когда случился этот, железнодорожная катастрофа. Он один из первых там был, понимаете? Все события, признается Анас Валиулин, словно были лишь для того, чтобы привести его в то место, где он работает сейчас. В здании администрации его первый раз отвела мама, еще подростком. Она ведь так хотела, чтобы я был инженером, и, может быть, когда она пришла сюда, для нее это здание было каким-то таким необыкновенным дворцом, где бы она хотела, чтобы ее работал сын. Я говорил, мам, буду обязательно. Она считала, что инженер – это вот самая такая профессия. Но мне и получилось стать режиссером только по профессии, тоже инженер человеческих душ, как говорится. Мама так и не успела увидеть, кем он стал. Рано ушла из жизни. Анас Валиулин успел поработать и в театре. Его жизнь сама, словно спектакль. Где-то комедия, где-то драма. Даже когда первый раз узнал о том, что я болею онкологией, я был в это время на съемках. Я даже помню эти серые кадры, почему даже кадры были серыми. Это было вот даже такое состояние. И вот с того момента я начал себя ощущать совсем в другом ипостаси. Я много начал понимать, много начал осознавать. Тогда и начал писать по творческим псевдонимам Аркадий Шакшин. Из тетради произведения уже перекочевали на страницы литературных сборников. И даже во время болезни он не переставал работать. Камера, люди давали силы бороться.
больше всего я рад, что я в 96-м году попал на башкирское спутниковое телевидение. Для меня это был дар судьбы, и благодаря именно ему я сейчас живу, работаю. А башкирское спутниковое телевидение в ответ нежно любит Анаса Габдуловича. Смешного, доброго, по 10 раз на дню звонящего и рапортующего о новостях и успехах района. Готового отдать нуждающимся в прямом и переносном смысле последнюю рубаху. Он экономит на себе и никогда на близких. Просто потому, что это его дорога к счастью. Жить не только ради себя. Анастасия Ильчубаева, Артур Хуснудинов. Новости. Иглинский район. Такой выдалась уходящая неделя. Оставайтесь на телеканале БСТ и до встречи в эфире.